Добрый день, уважаемые читатели интернет-газеты в Якутии.ру. Сегодня, 17 февраля, находясь в поселке Белая гора, мы встретились с Аленой Михайловной Никитиной, главным врачом Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Алена Михайловна, вы, получается, сопровождали медицинскую бригаду, которая работает в Абыйском районе, да? Да, Можете абсолютно рассказать верно. об этом проекте? Да, данный проект, новая модель организации первичной специализированной медицинской помощи в арктической зоне Республики Саха-Якутия, был инициирован в 2022 году главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым. Он заключается в том, чтобы выездная форма работы была в арктические районы, была на постоянной основе в течение текущего года и в последующем. И заключалась не только в проведении консультаций, приема пациентов с различными заболеваниями, профилактическими мероприятиями, но и в целом оказание медицинской помощи населению арктической зоны республики и дальнейшем динамическом и диспансерном наблюдении тех пациентов, которые уже стоят на диспансерном наблюдении по тем или иным заболеваниям или которые будут выявляться в процессе, так скажем, работы. А в Абыйском районе сколько жителей тогда они планируют до выезда охватить? Нет, в целом здесь проживает порядка 3500 населения. Конечно, мы очень надеемся, что мы постараемся более половины населения охватить. Сейчас по предварительным, так скажем, итогам республиканским мультидисциплинарной бригады Республиканского центра мобильных бригад уже осмотрены жители порядка 4-5 уже населенных пунктов Абыйского района. Завтра мы выедем вместе в населенный пункт Сотороха, и с воскресенья бригада мультидисциплинарная будет работать непосредственно в поселке Белая гора. В Белой горе большое количество населения, наверное. Да, это половина всех жителей Абыйского района. То есть основной фронт работы еще впереди, можно сказать. Да, конечно. Ага. А вот в других районах тогда еще в троих работают, да, на сегодня? Да, в целом в феврале, 6 мультидисциплинарных бригад нашего РЦМБ работают в 4 районах. Это, кроме Абыйского района, это Нижнеколымский район, Среднеколымский район и Устьянский район. Конечно, по территориям и по количеству, по численности населения это совершенно разные районы. Устьянский и Среднеколымский районы они отличаются тем, что там это очень по территории крупные районы, большие, и населенные пункты, они, так скажем, разбросаны все-таки, да, и по численности населения они тоже выше, конечно, это более 7000 населения там проживает в каждом районе. И в Среднеколымском и в Устьянском районе у нас работают по две мультидисциплинарные бригады. Они поехали, так скажем, по 2 направлениям для того, чтобы практически одномоментно охватить медицинской помощью весь район. В Нижнеколымском районе уже практически завершена работа нашей бригадой. Наши специалисты уже должны были прилететь обратно в город Якутск. Там проработали 2 недели, охвачены все населенные абсолютно пункты. Особенно хочется отметить, что наши врачи несколько дней работали в селе Андрюшкино, потому что село Андрюшкино – это реально отдаленный населенный пункт. Туда не часто туда приезжали врачи на самом деле. И какие планы по реализации проекта в течение весны или вообще в целом года? В течение весны, в эти месяца, когда у нас есть автозимник, мы охватим все 13 арктических районов. У нас в марте запланированы выезда в Верхоянский, в Алайховский район, в Момский. И, будет Эвено-Батантайский район.
в конце месяца. И оставшиеся районы, там останется, также Жиганский район в марте также запланирован, а такие районы, как Оленёкский, Верхнеколымский, Булунский район, они запланированы в апреле месяце. Ну, на этом мы не собираемся останавливаться. Я думаю, что в центральные, значит, в районные центры возможно выезды и, ну, как бы в течение всего остального времени, если таковая помощь, ну, будет необходима. Мы активно работаем с главными врачами центральных районных больниц, и, конечно, прежде всего от них зависит, как мы, так скажем, будем планировать свою работу. И вообще хочу сказать, что эта работа будет плановая, системная. И, конечно, мы очень надеемся на, так скажем, положительные отзывы, которые уже сейчас есть от населения. Потому что, конечно, теперь мы пытаемся, не чтобы не население к нам, как говорится, приходило, а мы идем к населению Арктики по оказанию медицинской помощи доступной, специализированной именно.